Всем доброе утро. С днем рождения! С днем рождения! А еще раз. С днем рождения! Девочки, у нас, друзья, у нас раннее утро. Ну как ранее? 8 утра. Сегодня я- у мамы и рождение. Не и рождение, день рождения. День рождения. Да, что за и рождение? То есть сейчас у нас раннее утро, но мы поздно легли. Сейчас 8 утра. У меня сегодня день рождения. Но, знаете, дети все с утра меня поздравили, все трое, как только я проснулась. Купили тортик. Сейчас мы попьем чай, позовем бабушку. Что я хотела сказать? Я не знаю, как это все дальше пойдет сегодня. У нас никаких планов не было. Знаете, потому что, ну, во-первых, супруга дома нет, он только ночью будет. Мы решили так это дело сделать. По соседству у нас похороны. Как бы сейчас ехать, отмечать, радоваться, веселиться. Мне кажется, это не кажется, так и есть. Это очень некрасиво. Да, Лула, отъездит, хочешь, день рождения, да, здесь лучше перенести, да. Сегодня просто попьем чайку, а потом супруг приедет. Не чайку, а сок. Да, с соком тортик попьем, а потом куда-нибудь съездим лучше, посидим семейно. Куда мама теперь захочет, Анжела? Куда мама захочет, да? Да, мам, куда ты хочешь? Спасибо большое за тортик. Свечи. Мне очень приятно. Вивка, свечи. Да не надо свечи. Просто с тортиком попьем чай, чайку. Я хочу или с соком еще Какое лучше. твое желание? Мое желание. Ну вы же сказали, что вы какой-то подарок мне уже готовите. Мне Хапапси, Люсик, что ты что-то заказал. Только он сказал, Маабошвар, что ты заказала какой-то подарок от тебя. Да. Друзья, она знаете, что говорит? Она вчера говорит. Она говорит, Кис, давай поедем с тобой в магазин, куда ты захочешь, говорит. Хочешь, давай поедем в Ленту или куда ты хочешь. Дубай. Да, и ты захочешь, и ты купишь себе все, что ты хочешь. А я так, ну, подыгрывая, говорю, да. А так у нас же денег нету, я говорю. Она говорит, я вот и жду этот момент, что она скажет. Бабки у меня все равно есть. Угу. Да, я скажу, потом ты будешь говорить. Я так жду и думаю, что она ответит, я думаю. Либо она скажет, у папы есть деньги, или она скажет, а у тебя же на карточке есть деньги, да, ну она же ребенок, да, вообще, ее мышления мне были очень интересны. Я говорю, так у нас же денежек нет, Софишка. Она говорит, есть, а ты можешь мне сейчас дать, а мне потом зарплата моя придет, 13 тысяч, и ты себе заберешь это, ну, вот представьте, насколько дальнее ее мышление, да, в ее 6 лет. Она же не сказала, да, с твоей карты, или я у Анжелы возьму, или папа даст. Свои деньги она хочет, свои, понимаете, на подарок именно свои, которые ей приходят, 13 тысяч. Хотя, конечно, это все тратим мы на общий котел, как говорится, но она именно сказала свои деньги, да, не у кого-то просить. А вот ты купи, мам, а мои деньги я получу, все тебе оставлю. Ну, это надо, представьте. Ну, на самом деле, это очень дорого стоит. Я и стол вытрила. А? Я и стол вытрила. Стол вытерла, да? Да ты И умничка. бокал поставила. Угу. Ну, все, сейчас будем пить чай тогда. Или сок. Вот такие вот дела. Ну, в общем, дальше что будет, будете наблюдать. Друзья, похороны сегодня. 3-й день у нас, как проходит по соседству. Вот следующий поворот, там умер человек. И вот всю улицу стоят машины. Очень много машин, очень много людей. Сегодня 3-й день. И люди каждый день идут и едут, соболезнуют, кормят людей. У нас ворота открыты, видите, тоже у нас у всех по соседству. Ну, вот так открываются ворота на случай. Людей очень много, может, люди, кто на молитву зайти, чай попить. То есть все дворы на этой улице, все вот так открыты. На повороте вот там же вот, и там на повороте открыты. И вот эта прямая улица, у всех открыты ворота. То есть далека гости, там сваты, кто-то вместе работал. Потом умершего у детей одноклассники бывают, по работе коллеги. Ну, в общем, все едут и едут. Просто без остановки. Поэтому, ну, вот так вот. Люди заходят, молятся, кушают, чай пьют. Друзья, ассаламу алейкум. Всем доброго времени суток.
Я вас всех приветствую у себя на канале. Друзья, сегодня, как такового, видео у меня не будет на канале. Празднование дня рождения, конечно же. Если бы это был другой день, мы бы, конечно, поехали с семьей, отдохнули. Но, знаете, без вариантов. Без вариантов, потому что по соседству похороны. Умер очень-очень-очень хороший, добрый человек. У нас, насколько Висхан такой, но вот он, ну, человек с характером, да, чтобы Висхану кто-то понравился, и чтобы Висхан об этом говорил. И чтобы Висхан об этом говорил, это, ну, должен быть очень хороший человек. Ну, просто он... либо иногда это не оглашает, либо нужно очень много, чтобы Висхану кто-то понравился. Но вот такой своеобразный, он человек с характером. И он мне говорит, вот вчера мы вечером сидим, он говорит: мам, какой был хороший дедушка, да? Вот он всегда, вот он ходил в мечеть, строго на молитву. Он идет с четками всегда. Когда бы он мне не встретился на пути, он меня остановит, я остановлюсь поздороваться, и вопросы задавал он так всегда, так, как будто он старший, а я младший. Настолько вот даже вот кошечку, собачку, там, я не знаю, какого-то червячка, наверное, это не обидел этот человек. Далге, что визендейл, далде, алуэл. И когда похороны, когда столько людей, когда у людей такое горе, он очень был, знаете, такой в строительстве мастер большой. Это. Даже в прошлом году, когда у нас крышу накрывали, он еще приходил во двор своими ногами и говорил, если что, помощь надо, или, может, советом каким. Но очень был такой в стройке, просто мастер на все 100%. По соседству был хороший человек. И уходит эпоха, да, вот я когда вышла замуж, эти люди, они еще были довольно такие молодые. Я приходила, у них невестка Асма, я к ней ходила на уколы. Она медсестра. Я там немножко заболела, когда вышла замуж, ну, где-то месяца через 3-4, простыла просто. И мне выписали много-много разных витаминов, алоэ, B12, вот это все, эти болючие уколы. И утром я ездила, когда их много было, на процедуру, а вечером их не так много было, я к Асме ходила на дом. Мы с ней подружились, у нас тогда дети были маленькие, у нее и у меня. Вот. И эта дедушка всегда довольно-таки немолодые были. Очень-очень чистоплотные люди. Просто перебор. Перебор, настолько они... Я, когда от них домой приходила, мне хотелось рвать и метать. Просто реально, они очень чистоплотные люди. Прям таких единиц даже. И несмотря, что в Чечне все люди живут очень чисто, но это очень чистоплотная семья. Прям невозможно описать, насколько они чистоплотные. Это... Когда я вышла замуж, для меня все это было странно. Ну, прям, ну, вот даже зимой, да, например, с дому, там, в уборную, то, что моют дорожку, да, вот постеленную, для меня это было сразу, зачем и мыть, зима, да. Но везде все было идеально. Идеально! Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что мы хотели, конечно, да, у нас были планы и поехать куда-то. Ну, отметить как просто посидеть с семьей, просто провести этот день немножко радушно, да. Вот, но в знак уважения к этому человеку, и, ну, это было бы с нашей стороны очень и очень и очень некрасиво. Поэтому мы никуда сегодня не поехали. Еда у нас наготовленная есть, потому что люди заходят. Тортик купили. Дети меня мои поздравили. Подарки вечером будут. Подарки едут. Может быть, покажу вам. Постараюсь показать. Но, знаете, когда люди заходят, люди такие там на соболезнования пошли, они все сидят, все заплаканные. И, ну, вот выходит видео у меня на канале, тут праздновать день рождения, но это никуда не годится. Хотя они не так уж, не прям рядом с нами живут, но все равно это наши соседи, это наши люди, и по отношению к этому было бы очень некрасиво. Может быть, я повторяюсь, вы меня извините. Поэтому и ничего страшного. Уже день почти прошел.
День прошел хорошо, кушаем, пьем чай с тортиком. Все хорошо. Главное – здоровье. День рождения они еще будут впереди. Вон Софишкина, следующая у супруга день рождения, потом Софишкина. Еще отметим день рождения. Но этот день рождения мы пропустим. Ничего страшного не случится. Все нормально. Главное, чтобы были живы и здоровы. Все остальное – это ерунда. На улице у нас пасмурная погода. Вот, вчера генеральная уборка была у нас тут с Анжеликой. Ну, в общем, спасибо. Хотела сказать всем большое спасибо за поздравления с днем рождения. Друзья, я сегодня плакала, от всей души говорю. Поздравляли такие люди, которые, я знала, что они, может быть, смотрят меня, да, но вот что именно и мужчины, и женщины будут поздравлять, да, и спасибо большое за деньги, которые прислали. Но что некоторые так персонально будут поздравлять, и сколько поздравлений в соцсетях в разных, сколько пишут, просто это дорогого стоит. Человек просто посчитал нужным, проявил уважение ко мне, поздравил меня, да. Я, к сожалению, не всем могу ответить, но мне приятно до слез за каждое поздравление. Большое-большое вам спасибо от всей души. Я даже думала, там, немножко, может, подкрашусь, как-то это, но нет, девочки, это потому что я не хочу. В эти дни я не хочу ни подкраситься, ни как-то красиво, ярко одеваться. У нас траур, поэтому пускай будет все так, как это есть. Спасибо. Дай Бог вам здоровья, до слез. Это такое, я сегодня и смеялась, и плакала, складывала здесь, собирала постель. И по одной причине очень горько расплакалась. Очень сильно мне стало обидно из-за одного момента, но все нормально. Я склоняюсь к тому, что главное, что все живы и здоровы, и что все хорошо. Это самое главное. А в жизни бывает всякое. Жизнь – это тяжелая вещь, очень тяжелая. Трудно бывает кого-то понять, кому-то тебя понять. Но все хорошо. Спасибо еще раз большое. Низкий вам всем поклон. Большое-большое спасибо за поздравления. До свидания. Адикё. Друзья, всем доброго времени суток. У нас сейчас сколько времени, Анжел? Покажи, пожалуйста. 21:20. Я лежу, смотрю «Ветреный» фильм. Я так немножко сегодня грустила почему-то в свой день рождения. Не знаю, что мне грустно было сегодня, как никогда в свой день рождения. И такой момент. Заносят мне целый букет цветов. Доставка пришла. Вот дети зашли и заносят Анжела с Исханом букет цветов. А София находится сейчас у подруги у своей. И я клянусь Аллахом, это для меня так неожиданно просто. Честно, до слез. Посмотрите, я говорю, от кого это? Мне прям интересно стало, реально. И вот что я вижу. Маме от дочери Софии. На прищепочке, посмотрите. Да, прищепка какая. А как это вообще произошло? У меня есть предположение, конечно, не сказать, что я не знаю совсем, друзья, не сказать. Это будет выглядеть, что я вру. Но я уже в начале видео сегодня говорила, что она отправила голосовое супругу и говорит, я хочу маме подарить подарок какой-то, но у меня сейчас нету денег, я не знаю, как это делать. Ты можешь мне дать? Она говорит. Или я скажу тебе, что купить, а я тебе отдам, когда свои деньги получу. У нее же детские приходят 13 тысяч каждый месяц. Но вот это настолько, знаете, это настолько дорогого стоит. Я не хочу сказать, что мои дети старшие плохие. Они для меня сделали праздник, тортик и все. Анжела духи подарила. Висханчик, он пока у меня не работает, что он подарит? Он хватит то, что он мне помогает, это да. Но даже моя дочка, взрослая Анжела, она не додумалась до этого в этом году. Не додумалась. А София в свои 6 лет
Она ведь ей никто не говорил. И она говорит, она целый день ходит, меня поцелует, говорит, мне тебя так жалко, что я тебе сегодня, мамочка моя, мне так жалко, что я тебе ничего не подарила сегодня. Была бы я в садике, я бы тебе хоть бы рисунок нарисовала сегодня. И вот я лежу, смотрю фильм, и приходит мне вот такой букет от дочери Софии. Друзья, это дорогого стоит. Это стоит дорогого. Это, ну, не передать словами просто. Ой, как они вкусно пахнут, как они меня радуют. Смотрите, она попросила, чтобы он купил подарок. Друзья, сейчас Анжела включит сообщение, и вы послушайте, как это было. Включи, Анжелу. У мамы завтра день рождения. Купи мне цветы, да у меня нету денежки, когда мне придется плата. Я же не останусь без подарка, у мамы завтра день рождения. Купи мне цвет розовый. Мама обожает розовый цвет цветов. Купи, пожалуйста. А, папа, она не розовый любит, она красный любит. Я запомнила, ее любимый цвет красный. Это вчера, она же не знает, что я... Да я, правда, не читала. Эта переписка осталась. Голосовые она отправила. Она часто отправляет голосовые с моего телефона. Поэтому я как-то не послушала вчера это. Именно вот эти вот записи ее, да. Но дело в том, что... Вы представьте, друзья, насколько это приятно, да. Вот ребенку 6 лет. У меня ребенок 23-летний этого не сделал. Но вот именно вот этого момента. Она много для меня сделала, да. Она мне мои любимые духи подарила. Купили торт с Висханом утром, устроили мне чаепитие, потом она вкусную еду приготовила. Я не могу ничего сказать. Ну просто вот ребенок маленький, ей 6 лет всего лишь, да. У нее нету денежек, как она вот целый день. Мамочка, мне так жалко тебя, что нету цветочка у тебя сегодня. Что тебе подарить? Вот она целый день вот так вот. А она уже договорилась. Дай мне сдать бумажечку. Я не хочу ее выкидывать. Смотрите, девочки. И доставку привезли. Ну, супруг еще в рейсе, он еще не приехал, но он оформил доставку маме от дочери Софии. За которую заплатила я. А? За доставку я заплатила. За доставку ты, да? Ну, ничего. Отец привет, рассчитается со Так-то всеми. я тут частично тоже вовлечена. Ну, пускай отец или София, кто там зарплаты обещал рассчитаться. Он говорит, а доставку оплатила вообще-то я. Моего хорошего. Большое спасибо. Мне что-то так скучно было, грустно. Софишка отпросилась за подружки. Мам, можно? Мне так скучно. Можно к подружке? Висхан меня отвезет. Миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Больше всего приятно получать цветы от детей. Это я точно знаю. Те радости все. Вы знаете, у нас, когда мы жили в Сочи, вот, мы работали, и супруг, и я, мы работали в строительных фирмах, но, правда, в разных мы работали. И нам обоим нравилась в то время песня «Букет из белых роз». Да? Очень нравилась эта песня. 21 марта мне было день рождения, я в столовой на работе, это была тогда, ну, мы работали вахтовым методом, но те 20 дней, которые девочки уезжали кто куда, мы, в которые снимали номер в гостинице, я туда возвращалась, как к себе домой, да, вот, и значит, я приехала как раз, у меня вахта закончилась, и меня девочки на работе тоже приятно удивили. Подарили мне большой букет лилии. Помню, были цветы лилии, да, вот красивый букет, шикарный был лилий на работе, повара. Вот. А домой я приехала, там, ну, как всегда, там, то постиралась, там, то свои дела какие-то сделала. Супруг мой был еще на работе.
Вот. И я поставила букет лилий, большой букет в вазу. Она у меня была одна. И здесь кто-то стучится в номер, ну, к нам стучится. А у нас с нами на лестничной площадке, ну, на втором или третьем этаже, тоже с Чечни жили ребята, которые с ним работают. Да? Они тоже снимали номер отдельно, но они с нами на одной площадке жили. И мне, кстати, благодаря этому было не страшно. А то бывало, у меня супруг работал ночные смены, и все равно как-то одной, знаете, страшновато. А то ребята, они без конца ходили, выходили, наши местные чеченцы, и мне как-то совсем было не страшно. Они спрашивали что-нибудь, может, мне надо там, или это. Ну, такие были, знаете, прям. Ну, они были его друзья. Вот, и кто-то стучится в дверь, и я открываю дверь, и стоят его друзья, знаете, в этом, как сказать, уже, как называется это, с ручкой, которая, не кошелка, как она называется? Вот. Чемодан? Не чемодан, такая, которая цветы бывают, с ручкой. Корзина. Корзина, да, я говорю, крутится в голове, не могу вспомнить. И в корзине огромный букет роз, разных цветов. Я была, киса, это для тебя. Я была просто шокирована, знаете, это вообще сам по себе красивый город Сочи. И вот целый день меня поздравляют, дарят цветы. Вот. Ну, они засмеялись и сказали, а я сказала, встретимся на кухне. У нас на первом этаже была кухня, мы там должны были посидеть. Они говорят, это еще не все. И потом, где-то, я не знаю, минут через 10, опять кто-то стучится в двери, и они заносят еще больше, огромнейший букет, но уже белых роз. И они говорят, ну это уже не от нас, это тебе, от твоего суженого, просто нас попросил, он оплатил, чтобы, доставку привезут, чтобы мы тебе занесли в номер. Попросил. И представьте мои эмоции, я не успевала принимать цветы, это было настолько приятно. Потом супруг приехал с рейса, мы пошли, посидели в ресторане, прогулялись по городу, были его друзья вместе, в магазин, в супермаркет зашли, скупились. А у нас там как? У нас столовая была, ну там отдыхающие тоже, они, как сказать, для всех там были печки, ну, то есть люди отдыхающие могли сами себе готовить. Ну, вы, наверное, в курсе, кто бывал, да, в таких местах. Вот, и мы часто шли все вместе, закупались там какой-то в пятерочку, какой-то большой магазин. У нас там в Сочи был 21 век магазин. Вот. Точнее, мы жили в Адлере. Напротив нас прям была гостиница и 21 век. Может, кто меня смотрит с тех краев, те знают эти места. Вот. И мы пошли в 21 век, закупились всего, посидели хорошо, в общем. Вот так вот мы отметили мой день рождения. Много. А сегодня что-то я скучала. Знаете, друзья, сегодня прям что-то я скучала. Как-то мне сегодня было скучно. Сюда можно прикрепить на вазу, где прищепочку куда-нибудь? От сапишки, от маминой красавицы. Вот такой вот букетик, друзья. Спасибо, моя дочечка. Большое спасибо тебе. Ты мой светлый человечек. Я говорю, я себя не люблю хвалить, но я хочу сказать, самое хорошее, что я в жизни сделала за свою всю жизнь. Самое то, чем я сильно довольна собой в своей жизни, за всю свою жизнь, это то, что я приобрела такую девочку, как Софишка. В свои вот эти вот года. Я не хочу обидеть старших детей, но вот уже не в юные года я знаю, что дело идет не к молодости, а наоборот в другую сторону. И что со мной такая девчулька рядом будет расти и находиться, это большого стоит. Те старшие, они сейчас свои судьбы определяют, у них уже. А эта дедюшечка будет такая, знаете, ну это очень и очень приятно. Просто до слез. Девочки, Софишка приехала, идет. И сейчас давайте посмотрим на ее взгляд, когда она уже увидит, что цветы стоят.
Она же хотела так меня порадовать. Софишка, смотри, что. Это что, от тебя подарок? Ты что, папе сказала? А нам сейчас привезли эти цветы. Спасибо тебе большое. Смотри, здесь написано. Маме от дочери Софишки. А что это за сердечко? Ну, это такое, прищепочка. это они так оформили от тебя. Софишка, большое спасибо тебе за эти цветы. Софиш, а как ты попросила, как ты заказала? Мы не знаем, как ты сказала, что, кому ты сказала, чтобы мне цветы такие привезли? Скажи нам правду. А? Сама таксисту позвонила, сказала Бако. Нам же не Баков привез. А кто привез? Не знаю, какой-то другой дядя. Ты кому попросила, чтобы цветы купили? Кому? Папа приезжал, А? он позвал своего Баня. Что? Софиш, не кушай, говори нормально. Немного теплее за стеклом. Ты папу попросила, да, чтобы Новые купил? морозы. От тебя, да? Вхожу Ну, в вот эти такие двери, Наверное, с снова в Грозного сад откуда-то привез. июльских цветов. Софиш, не кушай, ты красиво Я смотри, их так хочу согреть Убери теплом, эти чипсы. но Потом белые покушаешь. розы Софиш, мне у так всех приятно. У на тебя прям языка как глазах под цвет я роз. целовать и гладить готов. Я их Знала, так да? хочу согреть Мне очень обидно было, теплом, когда они приехали, что но тебя дома не белые было. розы Спасибо тебе большое. Они меня так порадовали, они так у пахнут всех на красиво. глазах Не кушай. я целовать и Софиш, скажи, как гладить ты папе готов. сказала? Скажи, как ты попросила, как ты сказала. Белые розы, белые. Белые розы, беззащитные шипы. Что с ними сделал снег и морозы, лед, витрин голубых? Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней и оставляют вас умирать на белом